Сказание о Манасе. Книга первая серия. Кыргызский героический эпос Манас. Кыргызский народ вправе гордиться богатством и многообразием устного поэтического творчества, вершиной которого является эпос Манас. В отличие от других эпосов многих других народов, Манас сложен от начала до конца в стихах, что лишний раз свидетельствует об особом уважении кыргызов к искусству стихосложения. Эпос состоит из полумиллиона стихотворных строк и превосходит по объему все известные мировые эпосы. В 20 раз Илиаду и Одиссею, в 5 раз Шахнаме, в 2 с лишним раза Махабхарату. Грандиозность эпоса Манас составляет одну из отличительных особенностей эпического творчества кыргызов. Она объясняется рядом существенных обстоятельств и прежде всего своеобразием истории народа. Кыргызы являются одним из древнейших народов Центральной Азии. На протяжении всей своей многовековой истории подвергались нападениям могущественных завоевателей Азии, киданий каракитаев в конце X века, монголов XVIII века, джунгаров, калмыков в XVI-XVIII веках. Под их ударами пали многие государственные объединения и племенные союзы. Ими истреблены целые народы. Исчезли со страниц истории их названия. Только сила сопротивляемости, упорство и героизм могли спасти кыргызов от полного уничтожения. Каждое сражение изобиловало подвигами. Мужество и героизм стали предметом поклонения, темой воспевания. Отсюда героический характер кыргызских эпических поэм и эпоса Манас. Как один из древнейших кыргызских эпосов, Манас представляет собой наиболее полное и широкое художественное отображение многовековой борьбы кыргызского народа за свою независимость, за справедливость и счастливую жизнь. При отсутствии фиксируемой истории и письменной литературы в эпосе нашли отражение жизнь кыргызского народа, его этнический состав, хозяйство, быт, обычаи, нравы, эстетические вкусы, этические нормы, его суждения о человеческих достоинствах и пороках, представления о природе, религиозные предрассудки, язык. К эпосу как к наиболее популярному произведению постепенно притягивались сходные по идейному содержанию самостоятельные сказки, легенды, былины, поэмы. Есть основания предположить, что такие эпизоды эпоса, как поминки по Кокотию, рассказ об Алмамбете и другие бытовали когда-то как самостоятельные произведения. У многих среднеазиатских народов
имеются общие эпосы у узбеков, казахов, каракалпаков, алпамыш, у казаков, туркменов, узбеков, таджиков, кироглы и другие. Но у нас бытует только у кыргызов, поскольку наличие или отсутствие общих эпосов связано с общностью или отсутствием культурно-исторических и географических условий в период возникновения и существования эпосов, то можно прийти к выводу о том, что формирование эпопеи у кыргызов происходило в иных географических и исторических условиях, чем в Средней Азии. События, рассказывающие о древнейших периодах истории кыргызского народа, подтверждают это. Так, в эпосе прослеживаются некоторые характерные черты древней общественной формации, военной демократии, равноправия членов дружины в распределении военных трофеев, выборность военачальников, ханов и другие. Архаичный характер носят названия местностей, наименования народов и племен, собственные имена людей. Архаичен и столь стиха эпоса. Кстати, древность эпоса находит подтверждение в исторических сведениях, содержащихся в Маджму ат-Таварих, письменном памятнике начала XVI века, где рассказ о богатырских подвигах юного Манаса рассматривается в связи с событиями второй половины XIV века. Возможно, что первоначально он был создан и бытовал в форме небольшого рассказа о богатырских делах людей, героически спасших народ от истребления. Постепенно талантливые сказители превратили его в песню-былину, которая затем усилиями каждого поколения разосрать большую поэму, включившую в себя новые исторические события, новых персонажей, усложняясь все дальше в своем сюжетном построении. Постепенное развитие эпоса привело к его циклизации. Каждому поколению богатырей, Манасу его, сыну Сметею, внуку Сейтеку, посвящены сюжетно связанные между собой поэмы. Первая часть трилогии посвящена легендарному Манасу, центральной фигуре эпопеи. В основе ее лежат реальные события из более ранней истории кыргызов. От его периода военной демократии до патриархального феодального общества описываемые события происходили главным образом на территории от Енисея через Алтай, Хангай до Средней Азии. Поэтому можно сказать, что первая часть эпоса охватывает почти всю многовековую дотяншанскую историю народа. Надо полагать, что первоначально эпос бытовал без циклизации, но имел трагическую концовку. В финале Великого Похода погибают в неравном бою почти все положительные герои. Вероломный Комурбай смертельно ранит Манаса, но слушатели не хотели мириться с таким финалом. Тогда была создана вторая часть поэмы, посвященная описанию жизни и подвигов
второго поколения героев, сына Манаса, Семитея и его сподвижников, которые повторяют подвиги своих отцов и добиваются победы над иноземными захватчиками. Конец первой серии «Сказание о Манасе».